Здравствуйте! С вами программа «Лица, страницы, границы». И сегодня у нас в гостях декан медицинского факультета, поэт и музыкант в душе Анес Гургенович Зарифьян. Хотелось бы узнать ваше мнение о вакцинации. Вакцинация очень у меня мнение твердое, прямолинейное. Вакцинироваться надо. Сам прошел через вакцинацию. Чем вы вакцинировались? Я спутником, но в тот период просто ничего другого не было. Синофарм закончился, эти всякие Pfizer еще не поступили. Я попал как раз в такой промежуток, когда был спутник, да, под рукой. Пришел, вакцинировался, получил первый укол, я его назвал Белка, второй укол Стрелка, вместе спутник. Вот. Ничего худого со мной не произошло, я даже удивился, я ожидал хоть какую-то реакцию, да, но как-то все прошло очень тихо, гладко, просто даже подзабыл об этом, да. Ну, я знаю, конечно, что не все так легко переносят, есть люди, у которых хотя бы местная реакция имеется и так, тянется, ну, где-то там сутки, двое. Но я, во всяком случае, как-то гладко проскочил через все это. Но всем своим близким посоветовал и настаивал на том, чтобы они вакцинировались. И даже имел такое нахальство немножко поднажать на своих студентов. Это было уже в этом учебном году, когда мы вышли на занятия перешли в форму офлайн, но все-таки имели место периодические заболевания, то в одной группе кто-то захворал, то в другой. И я считаю, мы очень правильно сделали, что организовали пункт вакцинирования на территории медицинского центра в микрорайоне Аламедин в наших корпусах. Но студенты были неактивны, даже студенты медицинского факультета. Знаете, мне кажется, это даже идет не от темноты какой-то, да, не от непросвещенности, а от этой юношеской лихости. Мне тоже так казалось в те годы, знаете, что меня это коснуться не может. Да, это все ерунда, да, что вы нас пугаете там, понимаете? Я никогда не забуду, уже был не студентом даже, бог ты мой, я уже работал, первый год моей работы, после окончания вуза, меня оставили на кафедре преподавать. Причем это была не сразу кафедра нормальной физиологии, а сначала я пошел на кафедру патологической анатомии. Вам не надо говорить, что такое патологическая анатомия, да? Ну вот, и в тот год, это был 71-й, вот весна 71-го года, в Советском Союзе появились совершенно неожиданно, мы уже о ней и забыли о холере, и вдруг случаи холеры появились. Причем, я знаю, в Каракалпаке это имело место, потом в Одессе, там, где водная стихия, рядышком. Все опасались, как бы к нам на Иссык-Куле это добро не занесло. И я помню случай, когда нам говорят, все, значит, привезли покойницу, которая вот как раз она из Одессы перебиралась в нашу сторону, на поезде ехала. Все симптомы заболевания холерой, там не самые приятные симптомы, как вы понимаете, да? Ну, прибыла сюда и скончалась. Ну, ее, естественно, в морг доставили. А нам же любопытно, мы же этой холеры-то никогда не видели, только теоретически. Ну а что, мальчишки первый год работают, ну сколько нам там лет было? И представляете, а костюм защитный один был. Так что не надо говорить, что тогда все было замечательно, чудесно и так далее. Всего один был костюм, и я помню, как представитель кафедры судебной медицины, наша была на первом этаже, они над нами, вот по улице Логвиненко, где сейчас вот фармацевтический корпус медакадемии. Он надел этот костюм, зашел в морг, а мы по дуре своей молодецкой, без всяких костюмов, вот так вот зашли просто, да, и простояли всю процедуру вскрытия. Любопытно ж было. Увидели, как оно изнутри-то смотрится все.
при холере, якобы. Ну, еще никто не знали, конечно, холера, не холера, но полагали, что это холерная больная. Вот. Ну, а потом, пока взяли там соответствующие соскобы, все это, отправили ткани на исследование, а надо было ждать недельки-две, пока ответ будет получен. Так холера или не холера? Ну, значит, и вот мы 2 недели так веселились, ерничали, значит, как жить дальше будем или не будем. Вот. Ну, оказалось, что это была ошибка, но все равно я говорю к тому, что не всегда в те годы юношеские так вот осмысленно поступаешь. Иногда бравада это идет, иногда этот залихватский романтизм, ничего с нами не произойдет, все это ерунда. Так и здесь они. Я говорю, ребят, ну прекратите хотя бы на пандемический период свои вот эти вот чмоки-чмоки. Там, что еще там, как у них называется, это, кроме чмоки-чмоки еще? Обнимашки. Он в маске, она в маске, чмоки-чмоки. Ну, Господи, ну вы тогда уже решите, или маски снимите, или чмоки прекратите, или что. Поэтому немножко надавило, это даже вот, кстати, о юношеском бунтарстве. Сейчас очень много акций против QR-кодов. Вот что вы думаете об этой политике QR-кодов? Ну, она ведь не от хорошей жизни. Но все равно, вы же понимаете, что я вообще сторонник, конечно, либерализма, я сторонник того, чтобы ничто над человеком не нависало, чтобы он ходил выпрямившись, чтобы он не думал о том, что надо постоянно держать язык за зубами и так далее. Я за это, да, но когда наступает вот такой момент, будем говорить, эпидемия или это, экстремальные условия, так, экстремальный период, экстремальный режим, ну тогда, извините, ты должен немножечко умерить прыть свою, да, твоя свобода распространяется до границы моей свободы. А если твоя свобода рассчитана на то, чтобы меня заразить, то у меня есть тоже право противостоять этой твоей свободе. Потому что это уже не свобода, а это просто это уже агрессия по отношению ко мне. Нравится ли тебе это слово или не нравится. И я вот недавно тоже там в одном интервью вот, с такой же симпатичной барышней, как вы, она меня пытала про это вакцинирование. Я сказал, ну хорошо, некоторые считают, что ущемление идет, вот в этот период ущемление прав человека и так далее. Но, ребята, ну страны, которые испокон веку считаются супердемократическими странами, где уж что-что, а права человека всегда были подняты на высоту, нами пока недосягаемую, если честно сказать, да? Вот. Потому что ахлократия – это не демократия, далеко не демократия. А они-то пошли на эти меры, и довольно жесткие. И по-разному, кто как решает. Вот одна страна, допустим, пришла к такому выводу, ну хорошо, ты не хочешь вакцинироваться, в конце концов, ладно, будем считать, что это твое право. Но, извини, родненький, когда завтра окажется, что у тебя ковид, да, не заставляй государство расходовать на себя время, силы медиков, все. Пожалуйста, за свой счет все. Вот вам подход, один подход, да, значит, хорошо, не может апеллировать к разуму, тогда бьет по карману. Или вот эти вот QR-коды там, ну, я знаю, там в Израиле введены, еще где-то, ну, тебе просто не позволят попасть туда, где ты можешь, ну, представлять собой опасность для окружающих. Ну и сиди тогда, замкни себя в 4, можешь не вакцинировать, ну, замыкайся тогда в этих 4 стенах, пока, так сказать, спад не произойдет общий, пандемический. Я думаю, это правильный подход, и не вижу в этом ничего ущемляющего права человека. О принятии закона о государственном языке в нашей республике. Многие с ним не согласны. Вы что думаете? Ну что? Что я думаю? Вот что я думал, я же не знал, что вы меня об этом спросите. Вот просто ваш руководитель видел, как я вдруг вспомнил, и говорю, о, а у меня вот, видите, там подборка стихов, которая написана была, вот первая был какой вот, теме? 2005 год. Это все языковая тема.
И далее, далее, далее. Даже смешно. Я и не знал, что у меня в моем шеститомнике, который называется «Кыргызстанские хроники», я нашел этот стих и понял по преамбуле, что он был написан в период, когда губернатор Ошской области Сооронбай Жээнбеков, которого мы с вами потом узнали уже как нашего недолгого президента, потребовал незамедлительного перевода всего делопроизводства на государственный язык. Я его лично тогда знать не знал, а строчки появились такие, и, по-моему, звучат свежо, если позволите. Да, конечно. Друзья мои, сие уже не ново. Как только в экономике хреново дела вдруг начинают обстоять, да цены на продукты возрастать, да межнациональные проблемы опасно обостряться, старой темы избитой возрождается душок. Про госязык. И это не слушок, а горькая реальность. Вновь наскоки на русский. Вновь ретиво ставят сроки для перевода делопроизводства, и кто-то там с оттенком превосходства уже дает советы, рад стараться, кому совсем не надо бы сбираться по принципу незнания языка или рваться на госслужбу. Но в ЖК, возможно, помнят основной закон, где как официальный сохранен язык могучий Пушкина, Толстого. А если так, то надо ли столь строго к нетитульному люду подходить? Путь профессионалам перекрыть отнюдь не трудно, за язык схватив, но тут дискриминация и мотив становится все громче, все страшней. Судьба страны, а кто-нибудь о ней задумался хотя бы на мгновенье? Жарма патриотическое рвенье не только в Кыргызстане и везде всегда приводит, ясно же, к беде, а иногда к трагедиям, не так ли? Неужто на одни и те же грабли мы снова наступать обречены? Коль так, то за грядущие страны при всей суперриторике бумажной становится уже и вправду страшно. 29 декабря 2010 года. Да, правда, жарма свежо. патриотизм – это не мое выражение. Значит, это выражение ввел в наш обиход замечательный мой старший друг, к сожалению, уже покойный, уникальный, на мой взгляд, киргизский философ, критик Салиджан Джигитов. Вот он их называл таких, он говорил «жарма патриоты». Ну, по аналогии с квасным патриотизмом у русских. Вот так. А вот о стихах. Поэзия – это дар, талант или все-таки ремесло? Ну, смотря какая, смотря что мы Хорошая понимаем. поэзия. Хорошая поэзия. Нет, я думаю, что, конечно, это дар, безусловно. Даже на эти темы многие поэты рассуждали. Вот. И я грешный, в том числе, есть у меня целый цикл. Я еще там, в юные годы писал, значит, что-то на эту тему. Откуда, мол, это все берется, да? Но я как медик, у меня там медицинские возникали иногда термины. Значит, что-то, где прикажете искать? Не, где они и кто они, грустные нейроны, что рождают стих сродни чувствам похоронным, ну а где лежат в мозгу крошечные клетки, выдающие строку хлеще звонкой ветки? Этого не знаю я, и никто не скажет, даже вскрытие, друзья, вряд ли что покажет. Казалось бы, как медицина может переплетаться с творчеством. Да. Ну, понимаете, я думаю, что, конечно, тут и спорить нечего, потому что если бы это был не дар, можете называть природы, кто как, кто верит в Бога, пожалуйста, дар Божий, понимаешь, там, так сказать, поцелуй Творца в темечко или еще куда, значит, а я, конечно, свято верю в гены, и на эту тему у меня тоже там как-то были рассуждения, что вот один какой-то завиток там в спирали ДНК, случайный завиток, и ты поэт, да, и такое, я думаю, имеет место. А можно в себе развить хорошего поэта, взрастить? Ну, знаете, можно обучить какому-то версификаторству, наверное. Вот я хотел сказать просто, что говорить и писать в рифму, это же еще не значит быть поэтом.
Да? Если ты выдал рифмованный текст, ну вот я сейчас вам прочитал стихи, да? Ну, я говорю стихи, потому что это такое обиходное выражение. Ну, коль не проза, значит, это вот уже стихи. Верно. Но если говорить о поэтическом произведении, то, конечно, для меня поэзия – это прежде всего лирика, это философская лирика и так далее. А вот как раз о факультете сейчас идет большая конкуренция между медицинскими факультетами. Как все-таки бороться за студентов? Не знаю, я не собираюсь, я за них вообще в этом. Я понимаю, о чем вы говорите, как заполучить этих студентов, да? Вот это вы говорите, борьба за студентов. Я считаю, что борьба-то начинается, когда мы их уже получили, да? Вот тогда начинается действительно борьба, но я терпеть не могу это слово. Значит, я считаю, что декан, ректор не должны быть балаганными зазывалами. Никто из нас не обязан, понимаешь, бегать по республике, по городу, там, с матюгальником в руках и кричат: мы самые лучшие, приходите к нам. Там. Не, ну пожалуйста, ну, можете, да, рекламируйте себя, всегда реклама была, не мешала, да. Но это надо делать, я считаю, не крикливо, тем более не лживо, Вот. И честно говорить людям о том, в чем твои сильные стороны или стороны той структуры, которую ты представляешь, ну, в данном случае факультета, в чем наши сильные стороны, в чем наши слабые стороны, где имеет место отставание. Вот приходите, ребят, мы вместе с вами начнем это исправлять. Мы начнем с вами менять жизнь на факультете к лучшему, начнем что-то достраивать, что-то совершенствовать и так далее. Ну, а вот открытие нашего медицинского факультета, это была необходимость, больше как интересная цель? Ну вот же я рассказываю, значит, вот я вам отвечу в рифму, Наш вуз славянский на планете родился в 93-м и состоял тем первым летом из одного лишь факультета. О том, что в юном универе когда-нибудь откроет двери и медицинский факультет, мечта витала. Не секрет, что кое-кто, пусть знает зал, идею эту выдвигал аж в 92-м году. Однако же потом ее на время подзабыли, как вдруг Москва в корректном стиле дала понять, чтобы универ на европейский на манер смотрелся, нужен свой медфак. Приняв сие как вещий знак, Нефадьев, ректор молодой, решил привлечь к затее той, кого? Грядущего декана, что в тот момент трудился рьяно проректором в Бишкекском МУКе, но с медициной в разлуке недолго все же оказался. В Славянский вскоре перебрался и, подтянув других коллег, сумел, по новой взяв разбег, создать концепцию, с которой и началось довольно скоро развитие медфакультета, которому, тут нет секрета, уже исполнилось, привет, аж 27, представьте, лет. Такой вопрос, наверное, последний. Что значит быть врачом прозой? Что значит быть врачом? Ну, быть врачом – это, наверное, все-таки это не просто красивые слова, выражения, да, «светя другим, сгораю сам». Это же один из девизов врачебных. Наверное, в этом правда есть, потому что для того, чтобы быть врачом, надо прежде всего научиться забывать о себе в какие-то моменты. Не знаешь, что ты просто должен страдать беспамятством и вообще не помнить о том, что ты на белом свете, а думать только о больном, да? Не будем в этом плане перегибать, и о себе надо думать, но когда ты наедине с больным человеком, с его проблемами, да, ты должен быть на его стороне постоянно. Ты должен погружаться в его проблемы, даже если тебе очень плохо. Я знаете, почему не пошел в клиницист? Честно могу сказать. У меня были возможности, я закончил, и красный диплом был, и стипендия была ленинская, ну, в общем, все, и вроде имя уже было какое-никакое. Меня, светлой памяти, Мирсеид Мирхамидович звал к себе, Мирахимов, вот, другие. А я сказал, я говорю, знаете, Мирсеид Мирхамидович, я не готов к этому. Почему? Да понимаете, я все время думаю, что вот я присяду на
больничную койку рядышком с больным, да, а в этот момент вместо больного муза начнет меня уводить куда-то в сторону. И я буду все время находиться в ситуации жуткого морального раздвоения. Я понимать буду, что мне надо сконцентрироваться на проблемах этого человека, а это тоже такая проклятая, понимаешь, это барышня, вот эта муза, да, вот займет твою память, твое сердце, твой интеллект там, и так далее. Ну, в общем, я не рискнул пойти. Я решил, что лучше я пойду в науку, в педагогику, тем более мне всегда было легко общаться со студентами, потому что с юных лет были эти команды, то КВНовская команда, то студенческий театр, там миниатюр. То есть я, кстати, когда начал преподавать, большая часть всех моих ребятишек, которые на сцене работали, оказались в моих группах именно. Это было так интересно. Там я захожу, они, Анес Гургенович, только вышли, Гургенович, дай закурить. Там еще что-нибудь такое. Ну ничего, через все это мы прошли, все это было абсолютно нормально, живо, весело. Но, знаете, ну вот то, о чем мы с вами говорим, знания можно дать. Вот сейчас, мне кажется, даже на авансцену выдвигается, когда мы говорим о том, чтобы выпустить достойных врачей, мне кажется, приоритетными становятся нравственные проблемы даже. Большую роль начинает играть, чем знания, там, умения. В этом плане мы совсем забюрократичны, в том числе в славянском, я об этом говорю без конца, что мы занимаемся сейчас в основном бумагами, мы уже, значит, не помним, как студент иногда выглядит, потому что эта бюрократия стала хуже, еще хуже, чем в СССР, еще хуже. Это полная бредятина, то, что от нас сейчас требует. Вот вы бы посмотрели, что такое государственный стандарт, что там прописано, как придумывают какие-то термины заумные, когда все гораздо проще. Все гораздо проще. Да? Это так же точно, как, знаете, я однажды сказал лет 11 назад, когда парламентские выборы были, и опять вот этот наш вечный кыргызстанский спор, так президентская республика или парламентская? Парламентская или президентская республика? Я тогда на камеру вышел, как раз проголосовал, вышел, и он говорит, ваше мнение? А я так, до этого у меня эти рифмы в голове бродили, я говорю, да не словами, а делами определяется прогресс. Хоть президент, там, хоть парламент получат наибольший вес, суть кроется не в этом свойстве, не в том, кого и как назвать. Все проще. При любом устройстве не надо врать и воровать. Вот теперь, если мы говорим о педагогике, не надо сильно мудрить. Значит, успех определяется чем прежде всего? Конечно, антураж – это важно. Вот я зашел сюда, мне так приятно стало. Тут я помню, что раньше тут творилось, смотрю, студия, да, симпатичная, все. Ко мне приходит комиссия. Они начинают проверять. А я ушел, у меня там дела были свои. Я говорю, ну так, вы их поводите, показывайте. Потом говорю, какие у них замечания были, вы знаете. Они сказали, да, ну... А почему у вас окна не пластиковые? А какое ваше дело, что у меня окна не пластиковые? Может, меня устраивают вот такие окна? Да мне некогда думать, какие у меня окна там в кабинете или в этом. Окна должны быть пластиковые или мозги должны быть не пластиковые. Что? Объясните мне. Я считаю, что это улица двусторонним движением. Да? Если будет мотивированный к данной профессии не случайный человек, студент, да, и компетентный педагог, который будет преподавать и в этот момент не думать, как иногда у нас сейчас уже это происходит, куда бы еще побежать подзаработать, потому что на такие деньги прожить невозможно, да? И он будет отдавать себя полностью этой группе учебной, делиться с ними своими знаниями, еще следить за всеми новинками в своей сфере. Это главное, это базис. Все остальное прилагается. Будут ли окна пластиковые, да, там, я не знаю, освежители вокруг,
компьютеры блестеть, сиять там и так далее. Это приложение. Ибо если не будет вот этих первых двух составляющих, все остальное не поможет, поверьте. Это был Анез Гургенович Зарифьян, программа «Лица, страницы, границы». До новых встреч!